Вандалы осквернили памятник в поселке Водный Ухтинского района. Мальчишки оставили незамысловатые послания на постаменте. Хулиганов нашли. За восстановление монумента заплатили их родители. Контроль за исполнением взял на себя Центр управления регионом. Это один из примеров, как работает система инцидент-менеджмент. Сообщения в соцсетях о самых разных проблемах приходят из разных уголков Коми. Сыктывкар, Инта, Печора, Карткирос и даже Усть-Цильма. Везде темы разные, а вот результат схож. Ни одна просьба или замечание не остается без внимания. Ксения Лосева продолжит. Лето традиционно сезон ремонтов и всевозможных строек. Улицы городов и районов Коми заметно преображаются. Где-то ремонтируют дороги, где-то приводят в порядок общественные территории, а где-то облагораживают и дворы. Так совсем недавно новое крыльцо с пандусом появилось и у дома номер 36 по улице Парковая. Правда, вот радость от благоустроенной входной группы омрачила одна небольшая деталь. Весь мусор, оставшийся после ремонта, строители решили складировать здесь же, неподалеку, и оставили его прямо под окнами жильцов. Там ямы мелкие почти нет. Чтобы засыпать, надо мешок земли, они туда 3 мешка кирпичей накидали. Давайте обращаться в ЖКХ или эту организацию, что делает ремонт, пусть убирают. Сам подходил к работникам, говорил, чтобы убрали мусор. А разнорабочий говорит, да мы же ямы засыпали, и потом это все скроется. Типа отремонтировали дорогу, то есть газон строительным мусором. На сигнал в соцсетях тут же отреагировал Центр управления регионом. Специалисты выехали на место 23 июня, а затем связались с самим подрядчиком. Остатки кирпичного боя и мусор вывезли на следующий же день. Также быстро удалось разобраться и со свалкой в Ситкыркище. Там мусор скопился после общепоселкового субботника. Мешки с отходами, старые вещи, бутылки, шины, обломки мебели – все это несколько дней бесхозно лежало прямо посреди леса. 6-7 июня вами была обещана уборка мусора. После общепоселкового субботника на несанкционированной свалке по улице Чайкиной, 41, поселок Ситкыркищ. Заявка была подана от отдела экологии и озеленения городской администрации Сыктывкара. До сих пор мусор не вывезен. Просьба отреагировать. Здравствуйте. Уборка мусора будет произведена после родительской субботы, в понедельник, 21 июня. С помощью силы всемогущего интернета и, конечно, самих горожан накануне решилась и еще одна проблема. В одном из пабликов в социальной сети жители Сыктывкара пожаловались на нескошенную траву. Эта проблема, впрочем, распространена по республике повсеместно, и зачастую найти того, кто ответственен за содержание того или иного участка, заросшего крапивой или борщевиком, очень сложно. Играть в футбол на площадке перед 36-й школой до недавнего времени было просто невозможно. Высокая трава то и дело попадалась под ноги начинающим спортсменам. Теперь здесь практически настоящий футбольный газон. После обращения жителей покос травы будет осуществляться регулярно. Что важно, механизм соцсети «Реальные изменения» работает не только в столице нашей республики. Сигналы поступают и из отдаленных уголков региона. Так, совсем недавно в Печоре ЦУР помог в устранении последствий разбушевавшейся стихии. Сильный ветер повалил деревья во дворах и на проезжую часть. Убирать их пришлось чуть ли не всем городом. Порывы ветра оказались неблагосклонны и для одной из крыш в Ухте. Звонила в ЕДДС, звонила по телефонам на фото. Обещали, но так и не сделали. На крыше «Пятерочки» на Тиманской ветер давно уже срывает листы. Они грохочут уже давно. При последнем сильном ветре 2 листа открепились полностью. Крыша покатая. При следующем сильном ветре может и на голову кому-нибудь прилететь. Проблему отследили с помощью системы инцидент-менеджмент и устранили 23 июня. Ровно, как и другую в Ухте. Недавно вандалы осквернили памятник в поселке Водный. Юных хулиганов, оставивших незамысловатые послания, на памятнике нашли. 3 несовершеннолетних жителей поселка совершили факт осквернения памятного знака. По этому факту провели разъяснительную беседу с малолетними виновниками и их родителями. Разъяснили недопущение подобных случаев впредь. Родители виновников приняли меры, за счет собственных средств провели реставрацию памятника. На сегодняшний день он находится в надлежащем виде. Приведенные в порядок памятники, ремонт дорог и вывоз мусора. Примеров того, как работает система инцидент-менеджмент в нашем регионе, немало. Но важно здесь скорее не их количество, а качество. Сегодня жители все активнее включаются в общественную жизнь и сами решают, каким будет мир вокруг них. Небезразличный подход и своевременные сигналы на местах дают отличный результат, который приводит к реальным изменениям. Ксения Лосева, Олег Юшков, Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юркан.